Уважаемые соотечественники, мои родные братья, я обращаюсь теперь специально к своим соотечественникам, которые не владеют казахским языком, которые считают себя русскоязычными, которые не по своей вине обрусели. Это страшная трагедия. Родиться казахом, именоваться, писаться казахом, но не знать родного языка. К великому стыду очень много наших соотечественников, которые даже гордятся тем, что они русскоязычные. В их понимании русские это какие-то святыни. Но это все от чего? От того, что они не знают истории. Не знают истории физического уничтожения казахов не русским, а Российской империей. Русские появились позже. Вот давайте сейчас задумаемся, а кто вообще мы, казахи, откуда мы взялись? Мы не пешки. Даже когда распадалась Золотая Орда в 15 веке, казахов было 50 миллионов. Обратите внимание, 50 миллионов. Почему в истории в Грузии есть город Казах, в Узбекистане есть город Казах, я был на Кавказе, в Дагестане, в некоторых республиках есть населенные пункты, называются казахами. Это о чем говорит? Это говорит о том, что казахов, или правильно мы, казаки, казаков уважали и знали все. Наши тюркские копшаки дали 40 тысяч воинов грузинам, чтобы им можно было защищаться от персов. И вот эти все казаки остались в Грузии, стали оседлыми, женились на грузинках. Они защищали эту землю. Этим надо гордиться. Грузинам особо надо гордиться этим. И они этим гордятся. Мне было приятно слышать, когда я был в Грузии в 2008 году, как они тепло и очень прекрасно отзывались о нашей нации. Значит, нам надо думать о том, что мы не пешки какие-то. И вот эта великая нация казахская оказалась сегодня униженной. По чьей вине? По историческим обстоятельствам. По историческим обстоятельствам. Многие говорят, что казахи сегодня на рода распадаются. Нет. Рода сформировались племена. Из племен сформировалась государственность Алаш. А в Алаш сформировалась нация казах. Казахтар. На русском языке казаки. Мы не казахи, мы казаки. Мы казаки. И вот сформировалась эта нация. Нас пытаются убеждать, что русский это прекрасный воин. Ну, во-первых, русских в истории никогда не было. Это я говорил и сейчас еще раз повторяю. Да, была Россия. Но в 1721 году, когда немец Романов Петр I создал Российскую империю, не создал, а объявил о создании Российской империи, ему нужно было как-то поднимать свой престиж. Ну, во-первых, по размерам территории, во-вторых, по количеству проживающих в нем граждан. Ему в этом помогает крещеный татарин генерал-майор Таукелев. Таукель. А они писали Тевкелев. Он, значит, вносит предложение Петру, что надо захватить земли Средней Азии, надо захватить граждан Средней Азии, и только после этого все начнут бояться Российскую империю. Потому что пока перед Российской империей стоит в качестве преграды казахская нация, Российской империи в Средней Азии, в Сибири делать нечего. Вот Петр I начал первые захваты, первые экспедиции, первые войны. Екатерина II, Фредерика Августа, правильное ее имя, она саксонка по происхождению, она дальше поддержала политику Петра I, заявив, если казаки будут знать свою историю, они захотят, как Чингисхан, снова захватить весь мир.